потихонечку. Добрый день, уважаемые коллеги. Вернее, еще доброе утро, а в Москве вообще 7 утра. А, Всегда шел, когда почему-то, не знаю, вспомнились, ну не почему-то вспомнились, я посмотрел программу, с которой к нам приехали коллеги из Москвы, и в течение вот этих дней поработали в Республике Башкортостан, и мне вспомнились слова варского поэта Расула Гамзатова. «Я прошу вас, люди, ради Бога, не стесняйтесь доброты своей». Вот вы со своей добротой приехали к нам в республику, вы со своей добротой делитесь, вы делитесь своими знаниями, и, на мой взгляд, это очень важное дело. На самом деле, сегодня, да и вообще, делиться хорошим было принято, и тот контингент детишек, о которых вы беспокоитесь, с которыми вы работаете, это, конечно, ну, вот в хорошем смысле воздастся, и вам большое спасибо за все ваши усилия, за все ваши разработки, за все ваши наработки, в первую очередь, наверное, за ваши отношения. Добро пожаловать в наш университет, Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы. Коротко, наверное, об университете расскажу, познакомлю коллег. Наш университет и не молодой, но и не такой, наверное, там древний. Нам в этом году, 18 января, исполнилось 55 лет. Вообще, учительский институт был образован в Уфе в 1909 году, потом в 1941, ну, потом стал педагогическим, и в 1941 году был преобразован в классический университет. Но из-за того, что не хватало педагогических кадров, ну, мы по рассказам помним наших старших, да, было принято решение, что в Башкирии нужно открыть и педагогический отдельный институт. Вот в 1967 году, было 18 января, был открыт пединститут, тогда там было всего 3 факультета и 6 кафедр. Сегодня у нас 10 факультетов и институтов. Сегодня мы можем говорить, что он, конечно, педагогический, но чуть шире, чем педагогический. У нас за эти годы выпустили мы более 60 тысяч выпускников, извините за тавтологию, да. На сегодняшний день проходит обучение в том или ином виде около 19 тысяч и студентов, и учителей, которые по программам дополнительного образования проходят. Ну и в прошлом году для нас знаковое, что в рейтинге Министерства просвещения, нашего учредителя Российской Федерации, мы попали в пятерку на 5 вузов, которых определили как вуз первой категории. Ну, еще раз я благодарю всех своих коллег, которые работали до нас, которые сейчас, потому что это труд, на самом деле, многих поколений. Вообще мы стараемся держать руку на пульсе, мы стараемся идти в ногу со временем. Вы, наверное, коллеги, знаете, что в 2020 году в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации в республике был образован Евразийский научно-образовательный центр, один из 5, опять-таки, который был. Естественно, наш университет тоже туда входит, и многие удивляются, а вы-то чем можете войти в научно-образовательный центр, да, который больше призван на технологии, на какие-то, ну, не на гуманитарные направления. Вот, мы входим туда официально входим двумя направлениями. Это нанотехнологии. У нас есть кафедра нанотехнологий, которая 25 лет. Серьезное достижение есть. И альгология. Это наука о водорослях, которая также, к сожалению, только в нашем университете осталась, в Республике Башкортостан, но имеем очень хорошие компетенции. Почему говорю, считается два? Потому что я всегда и третью сторону, и третье наше направление, говорю, это педагогика. Без педагогики, без школы никуда. И над своими коллегами-ректорами я иногда региональных наших университетов, я им говорю, коллеги, к вам приходят производные наших выпускников, да, то есть наши учителя учат детей, и если мы говорим о том, что Евразийский научно-образовательный центр – это история лет на 20-30, вы должны понимать, что и в наших школах как система обучения должна несколько перестраиваться, что мы действительно должны детей готовить уже для наших вузов, для дальнейшего обучения здесь и для дальнейшей работы на тех предприятиях, которые в этот ЮНОЦ входят. Кроме того, с 2014 года наш университет входит в консорциум Шанхайской организации сотрудничества. В Уфе мы в 2015 году проводили встречу глав государств ШОС и БРИКС, и в период подготовки вот к этим мероприятиям как раз одна из недель образования ШОС была здесь в 2013 году, в мае, где было принято решение, что по направлению экологии и педагогика Башкирский педуниверситет входит в состав университета ШОС. Нам это позволяет действительно и организовывать академическую мобильность, обмениваться с нашими студентами и повышение квалификации преподавателей, наших самых близких соседей по географии и по духу, так скажем, это Казахстан, Киргизстан, наверное, но и с Китаем достаточно активно мы в этом направлении работаем. Я уже вот здесь говорил, Татьяна Александровна, мы
являемся опорным вузом Российской Федерации, когда еще было одно большое министерство по продвижению русского языка. У нас очень серьезные компетенции, и, наверное, там вот подтверждение этих компетенций в прошлом году в соответствии с поручением министра просвещения наш вуз начал подготовку студентов, вернее, будущих учителей для школ Кыргызстана. Принято решение построить 7 школ, Россия будет строить 7 школ в Таджикистане и 9 школ в Киргизии, русскоязычных школ, которые будут работать по нашим ВГОСам, да, ну и вот подготовкой учителей для Таджикистана занимаются наши коллеги с Алтайского педуниверситета, а Киргизию доверили нам, и вот это наш достаточно серьезный проект. Кроме того, по 4 направлениям мы являемся федеральной инновационной площадкой Министерства образования и науки Российской Федерации. И в прошлом году, в декабре, мы получили статус Федерального научно-методического центра сопровождения педработников. Всего 21 вуз такой чести был удостоен от Минпросвещения. Там у нас 3 направления. Там многие вузы по одному, по два, у нас 3. Это сельская школа, это коллеги, подскажите, это качество образования, то, что на самом деле ни у кого нет, и это детство. Но детство вы вчера видели, у нас действительно очень неплохие компетенции по детству, а по сельской школе у нас республика такая, что мы не можем не заниматься сельской школой, 40% населения проживает у нас в сельской местности. Кроме того, вот в прошлом году в Уфе проходил чемпионат WorldSkills, и мы там тоже принимаем участие, мы с 2017 года, с 2019 более активно участвуем в этом движении, и оно нам помогает. В прошлом году мы стали первым вузом Республики Башкортостан, единственным среди педвузов, кто вступил в ассоциацию бережливых университетов. Мы 2 года над этим работали, вроде получилось. На самом деле это помогает, и мы и у себя эти бережливые технологии применяем, может быть, не так активно, не так много, как мне хотелось бы, но даже те несколько проектов, которые мы реализовали, значительно и атмосферу в университете, и процессы позволяют подойти именно с позиции бережливых технологий. Ну и, наконец, вот сегодня мы с вами, я уже говорил, и Абулат Вакилович, и Татьяна Александровна, мы сегодня с вами находимся в технопарке универсальных педагогических компетенций. Это новый проект Министерства просвещения во всех 33 педагогических вузах. Всего осталось 33, их было 280, по-моему, это лет 25 еще назад, да, там за 300 было в 80-х годах в Советском Союзе, сейчас всего 33 непосредственно педагогических вузах, и во всех педвузах открыли вот такие технопарки. Он у нас большой, я уже говорил, на 4 этажах располагается. Мы, кроме того, что кроме обязательной программы, мы включили сюда еще больше половины и необязательной программы, но, на наш взгляд, это более эффективно позволит использовать средства и возможности, те, которые предоставляются сегодня вот в рамках технопарка. И сегодня официально первое мероприятие, которое мы проводим на этой площадке. Я думаю, это к хорошему. А если касаться тематики, с которой сегодня, или не сегодня, а уже очередной день вы находитесь в Уфе, то вы вчера познакомились с деятельностью нашего института педагогики, да, вы посмотрели и, наверное, факультет психологии, наверное, посмотрели. Действительно, все, что касается коррекционной педагогики, специальной педагогики, опять-таки, как смотреть, но, на мой взгляд, достаточно хорошая история. С 2000 года мы занимаемся этими вопросами. Конечно, очень бы хотелось мне, как человеку, чтобы не было понятия специальной педагогика, чтобы не было понятия коррекционная педагогика. Но, увы, мы с вами, коллеги, видим прекрасно, что, к сожалению, с каждым годом количество детишек, которым необходима такая помощь, она растет. Да, только по официальной статистике в России сегодня около 700 тысяч детей, которые признаны детьми-инвалидами. В республике у нас эта цифра по итогам в 2021 году составила 18 тысяч детей, и она увеличивается, она действительно имеет склонность к увеличению. Естественно, здесь без вашей помощи, без помощи коллег не обойтись, потому что самые разные, увы, да, детишки бывают, и они ни в чем не виноваты, но и очень хочется помочь. И хорошо, что есть специалисты, хорошо, что есть профессионалы, которые много лет и на научной, и на научно-практической, наверное, да, и на методической своей хорошей базе вы помогаете нам. И то, что, еще раз говорю, вы вот в течение этой недели работаете у нас в республике, я думаю, для нас, для всех, и для нашего университета, и для наших организаций, для наших коллег с коррекционных школ, это действительно большая поддержка. Я хочу сказать спасибо, вот здесь присутствуют ряд директоров с коррекционных школ республики, города. Действительно большое спасибо, мы стараемся тесно работать, там, без каждодневного общения не получится. Ну и, конечно, наши постоянные партнеры, это общественная организация, НКОшки, это и мамы, да, организация мам детей-инвалидов, и сами
общественной организации инвалидов, потому что хочется, на самом деле, те возможности, которые в университете есть, использовать более, так скажем, максимально, чтобы хоть чуть-чуть облегчить или помочь этим ребятам. Да. Достижения есть, я думаю, вас и Айбал Такилович знакомил, и коллеги. Допустим, меня очень радует, что выпускники наших коррекционных школ потом не просто сидят дома там или где-то, что они находят работу, что по мере своих возможностей. Да. Это, конечно, вот эта социализация, она помогает в будущем для этих детей. Они этого, и слава богу, что не понимают, наверное, многие, да, но действительно это делается большое дело. Поэтому я хотел бы вас всех поблагодарить, и дальнейшее слово уже Айбал Александровна передать вам. Микрофончик включить, пожалуйста. Спасибо, Салават Талгатович. Уважаемый Салават Талгатович, уважаемый Айбал Такилович, уважаемые коллеги, мы благодарим от лица всего института «Разрешите это сделать» Республику Башкортостан за теплый прием, за прекрасную организацию работы. Работа еще продолжается, еще впереди 2 дня конкретных обучающих методических мероприятий. И событие, которое случилось, подчеркиваю, исключительно благодаря поддержке со стороны Министерства образования и науки Республики Башкортостан, позволило нам впервые так близко, так плотно познакомиться с опытом, который мы оцениваем как позитивный, как во многих случаях уникальный и интересный с позиции возможного тиражирования в дальнейшем в других субъектах Российской Федерации. Мы заинтересованы в сотрудничестве и с школами, и с детскими садами, и, конечно, с университетом, потому что без подготовки профессиональных кадров дальнейшее развитие системы образования в России в целом и в любом субъекте в частности не представляется возможным. Мы благодарим университет за то, что здесь сохранена кафедра коррекционной педагогики. Далеко не во всех вузах, даже подведомствах Министерства просвещения есть отдельная кафедра, только в 11 из 33 есть одна отдельная выделенная коррекционная кафедра. Я, конечно, не имею в виду Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, где сложились системы кафедр, но все-таки в остальных вузах не всем удалось это сохранить. Здесь удалось. Сплоченный уникальный научно-педагогический коллектив, который может и должен стать опорным в дальнейшем развитии. Уникальный институт развития образования, с которым мы тоже познакомились, поддерживающий развитие и совершенствование компетенций профессиональных у специалистов, которые уже работают в системе. Это тоже опорная точка для дальнейшего взаимодействия. Конечно, мы с удивлением и с интересом обнаружили, что те проекты федеральные, которые институт курирует, это проект «Современная школа», это проект консультирования родителей, здесь реализуется с привлечением лучших организаций, и при этом не только инфраструктура изменилась, не только продумано, модернизировано оборудование, но и изменилось само взаимодействие специалистов и вообще логика организации образовательного процесса. Вероятно, это то, что ждут сегодня от любого национального проекта, что смысл не только в обновлении среды, а прежде всего в изменении качества. Здесь мы это увидели, и я с удовольствием об этом говорю открыто сегодня, это важно. Проект консультирования, который реализуется Башкирским государственным педагогическим университетом сегодня, который входит в 1 из 15 вузов, участвующих в этом проекте, полностью организован, в короткие сроки запущено консультирование, работает выделенный телефон горячей линии, тоже об этом должна сказать, потому что эта работа сделана, мы хорошо знаем, с Салаватом Талгатовичем, в сжатые сроки, сообща исключительно благодаря сотрудничеству и взаимопониманию. Мы надеемся, что в дальнейшем нам удастся это развивать и, конечно, достичь совместно новых результатов. Спасибо большое за встречу и за готовность работать вместе. Спасибо. Позвольте. Добрый день, уважаемая Татьяна Александровна, уважаемый Салават Талгатович, уважаемые коллеги. Система коррекционного образования, инклюзивного образования в республике, наверное, одна из крупнейших в стране. Мы сумели все-таки, несмотря на все перипетии,
которые преследовали российское образование в 90-е, нулевые, сохранить всю сеть наших коррекционных образовательных организаций. 36 учреждений работают в этом направлении. Более 5000 детей у нас обучается в этих образовательных организациях по различным нозологиям. Но мы на этом не останавливаемся. Сейчас по инициативе главы республики в Уфе, в южной части нашей столицы, строится большой образовательно-коррекционный корпус, который будет так, в ведении, скажем, 3 ведомств и Министерства образования и науки республики в части именно коррекционного образования и сопровождения ребятишек с различными нозологиями. Там несколько нозологий мы предполагаем все-таки реализовать. В том числе будет и сопровождение уже взрослых лиц. Это будет по линии Министерства труда и социальной защиты. Ну и Министерство здравоохранения уже в части медицинского сопровождения, лечения, реабилитации такой категории лиц. К сожалению, вот Салават Талгач сказал, что количество, это я оправдан, да, количество детей, к сожалению, растет. Вчера вот только мы подводили, финальную часть проводили нашего республиканского конкурса педагог дошкольного учреждения. 30 было участников, финалистов, вот, с которыми мы обсуждали вопросы, в том числе и инклюзии, и коррекционной реализации, коррекционного педагогики в дошкольных учреждениях. И вот констатируют, в общем-то, наши воспитатели, что, к сожалению, число детей с различными нозологиями, с отклонениями в развитии с каждым годом увеличивается. И что очень важно, вот здесь подставить наше плечо в части ранней консультации родителей, раннего выявления, но это уже совместно с Министерством здравоохранения, такой категории лиц, потому что чем раньше мы выявляем, собственно говоря, какие-то отклонения в развитии, тем раньше, собственно говоря, можно приступить уже и к реабилитационным мероприятиям, к лечению, а возможно уже и, соответственно, устранению, нивелированию тех особенностей здоровья, которых у этих детей есть. Важно, конечно же, чтобы прямо с уровня дошкольного образования мы подхватывали вот этих ребятишек, чтобы они не оставались один на один со своей бедой, со своей проблемой и не оказывались только во внимании образования, только в период уже школьного обучения. Активно у нас развивается и инклюзия, у нас есть и ресурсные центры, школы, которые первыми подхватили, наверное, это у нас вот 7-я школа и 87-я школа города Уфы, школы, которые первыми еще несколько лет назад запустили проект такой масштабной инклюзии в образовательном процессе. Сейчас многие школы уже в этом направлении по республике работают, но мы распространили этот опыт и на систему среднего профессионального образования на базе 2 наших колледжей. Это УКСИФ, колледж статистики и информационно-вычислительной техники, и наш Салаватский педагогический колледж стали ресурсными центрами для поддержки и методического сопровождения инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в системе среднего профобразования. Достаточно большой спектр предоставляется нашими колледжами специальностей и рабочих профессий, которые позволяют, соответственно, этим детям получить путевку в профессиональную жизнь, во взрослую жизнь, чтобы они имели возможность, собственно говоря, содержать и развиваться, да, в дальнейшем. Активно мы участвуем во всех, конечно же, конкурсах. Конкурс профессионального мастерства «Обилимпикс» – это для нас одно из приоритетнейших направлений в деятельности Министерства и всей системы среднего профобразования. В этом году, вот как пример могу назвать, это, конечно, не «Обилимпикс», но это тоже, в принципе, в формате WorldSkills. В этом году осенью у нас пройдет финал национального чемпионата WorldSkills для глухих и слабослышащих. Именно в Уфе этот будет проходить. Порядка 40 компетенций, которые мы предоставляем на площадках наших колледжей, даст возможность проявить себя ребятишкам. Тоже недавно только вот мы проводили совещание с нашими колледжами.
Ребята вот с данной нозологии уже готовится. Команда очень серьезная, достойная от Республики Башкортостан. Но самое главное, конечно же, это сопровождение, дальнейшее сопровождение, что отрадно. Практически все наши крупнейшие работодатели с удовольствием подхватывают всех ребятишек, выпускников наших колледжей, которые участвовали в движении WorldSkills, как и молодые профессионалы, так и Abilimpics, ну и остальные направления. То есть это возможность трудоустроиться и достойно получать заработную плату и, соответственно, содержать себя, развивать себя в профессиональном плане, ну и, соответственно, создавать семьи. Наша психолого-медико-педагогическая комиссия, наверное, тоже одна из крупнейших среди субъектов Приволжского федерального, Уральского федерального округов. Практически по всем зонам республики разбросаны ее филиалы, где ведется прием. Но есть вопросы, Татьяна Александровна, я думаю, сегодня, вот, когда мы с вами уже второй половине дня встретимся, обсудим все те моменты, которых нам нужна методическая поддержка, и я был бы искренне рад, если бы определенное сопровождение было бы от Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Но самое главное, конечно же, я, Татьяна Александровна, вас хочу поблагодарить и ваших коллег за то, что выбрали именно Республику Башкортостан в качестве первого региона, где реализуется вот такая неделя Института коррекционной педагогики, детства равных возможностей, потому что на самом деле не потому, что у нас много таких ребятишек, а потому что у нас очень хороший кадровый потенциал, очень хорошее выстроенное взаимодействие с нашим Башкирским государственным педагогическим университетом. Плотная работа ведется Институтом развития образования нашего региона. Но сейчас мы еще вот за счет новых сущностей, которые у нас появились в рамках нацпроекта, федерального проекта «Учитель будущего». Это и институт, наш центр непрерывного профессионального мастерства педагогических работников, это и центр мониторинга и оценки качества нашего педагогического сообщества. Эти два центра, они вот как в едином формате работают абсолютно по всем направлениям образования нашего региона, ну и, безусловно, конечно, инклюзия и адаптированное образование для наших детей стоит во главе угла. Поэтому я надеюсь, что вот эта неделя будет максимально плодотворна и для вас, но в большей степени, конечно же, для нас. Мы, чтобы почерпнули какие-то новые веяния, новые тренды в развитии образования, российского образования в этом направлении. Может быть, уверен, что наши руководители коррекционных школ республики, с которыми вот взаимодействие на протяжении этой недели осуществляется и будет осуществляться, для себя найдут новые форматы, новые технологии и методы для работы с данной категорией детей. И уверен, что вы для себя тоже что-то почерпнете, чтобы в дальнейшем можно было это тиражировать уже на другие регионы. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну что, сегодня уже говорила и Татьяна Александровна, и Абдул Акилович, нам действительно, любому региону, да, и вообще любой организации необходимо общение, потому что очень много интересного у каждого из нас есть. И то, что сегодня будут подписаны соглашения между Институтом коррекционной педагогики РАО и структурами, которые располагаются в Башкортостане, я думаю, в первую очередь для нас это очень радостно, нам, и я уверен, что это будет просто полезно, да, потому что учиться никогда не поздно, оно всегда необходимо, тем более вот задача, опять-таки, которую глава региона перед нами ставит. Вот у нас на юбилейном мероприятии, когда он был, он сказал, что я вам денег дам, чтобы все ваши проходили стажировки. Большинство педагогов, на что до этого был подход только в рамках НОЦа, да, то есть по альгологии и по нанотехнологиям. Я говорю, врачи, как же педагогика? Он говорит, нет, и педагогика тоже. Поэтому я надеюсь, что уже вчера с Могиловна или до этого они уже посмотрели, кого отправить и как отправить в Институт коррекционной педагогики на стажировку. Поэтому очень хочется надеяться, что действительно
и наши коллеги будут у вас учиться и в аспирантуре, и в докторантуре, что называется, на курсах, которые у вас есть. Потому что это крайне необходимо сегодня, да, это крайне необходимо. Новые передовые технологии, которые есть цифровые, и мы понимаем, что вот их объединение с, ну, назовем так, традиционными нашими методами, оно, конечно, должно дать синергетический эффект. И мы понимаем, что все самое лучшее и самое передовое это у вас в институте. Поэтому я думаю, это, еще раз подтверждаю слова Айбата Акиловича, надеюсь, что вам от этого тоже будет польза, но нам от этого общения польза будет точно. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо большое. Несомненно, мы рассчитываем именно на взаимообмен опытом, компетенциями и сотрудничеством. Поэтому полностью, Слава Талгатович, поддерживаю ваши слова, присоединяюсь и открыто к обсуждению деталей. Спасибо. Ну, давайте тогда мы попросим Татьяну Александровну и Айбата Акиловича подписать соглашение. Спасибо.
Можно включать трансляцию? Добрый день, уважаемые коллеги. С 28 марта по 4, с 28 февраля, прошу прощения, по 4 марта в Республике Башкортостан проходит неделя Института коррекционной педагогики Российской академии образования «Детство равных возможностей». Республика стала первым регионом России, где ведущий научный центр страны реализует этот проект. 28 февраля состоялось открытие недели. Прошли выступления ведущих специалистов Института коррекционной педагогики и научно-методический семинар. 1 марта сотрудники Института коррекционной педагогики посетили образовательные организации, а также приняли участие в профессиональных экспертных сессиях. Посетили Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы и ознакомились с работой Центров развития профессиональных компетенций. Сегодня в рамках мероприятия подписаны стратегические документы. В рамках данного мероприятия у нас проходит сегодня пресс-конференция. Мы работаем в прямом эфире, и трансляция ведется на YouTube-канале. Разрешите, уважаемые коллеги, представить наших спикеров. Директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования Татьяна Александровна Соловьева. Добрый день, здравствуйте, коллеги. Заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Альфия Закировна Галиева. Добрый день. И директор Института педагогики Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Исламова Зульхиза Исмагиловна. День добрый. Уважаемые спикеры, на правах модератора разрешите задать вам первый вопрос. Какие цели преследует данное соглашение? И есть ли уже сегодня конкретные планы по взаимодействию? Татьяна Александровна, давайте с вас начнем. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, которое будет реализовано по разным направлениям деятельности. Это и развитие системы раннего выявления и сопровождения и поддержки семей, воспитывающих детей как с установленными особенностями здоровья, так и группы риска их развития. Это развитие систем сложившихся дошкольного образования, поддержка школ и отдельных так называемых специальных коррекционных и, конечно, инклюзивных, поддержка специальных классов, коррекционных и ресурсных, которые расположены в общеобразовательных организациях. И, конечно, это, все эти мероприятия, они объединены общей логикой. Это научно-методическое сопровождение позитивного развития и совершенствования республиканской системы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нам, как институту, важно опираться на то, что мы видели, на уникальное с позиции качества развития и полученные уже достижения. Спасибо. Татьяна Александровна, можно дополню? конечно. Да, мы также, вот я присоединяюсь к словам Татьяны Александровны, хотела бы сказать, что наши педагоги, наши специалисты и в коррекционных школах, и в специальных инклюзивных школах нуждаются в методической поддержке. И думаю, что именно помощь методическая, научная, ведущего научного центра России, это будет очень полезно, и она и необходима. И, конечно, хотелось бы сказать, что в плане психолога, медико-педагогической консультации и психологической, социальной помощи и семьям, педагогам, родителям, детям, также в этом отношении мы ждем такой большой научной методической поддержки.
Спасибо. Татьяна Александровна, вот мы работаем в прямом эфире, сразу скажу, да, вот журналисты пишут мне в мессенджерах, и такой сразу вопрос поступил. Вы видели в нашей республике много интересного, разные учреждения образовательные посещали. Как оцениваете существующий опыт республики и чем вас привлек именно Башкортостан? Несомненно, Институт коррекционной педагогики, как ведущий и единственный научный центр в этой области в Российской Федерации, с интересом и вниманием относится к развитию системы образования всех субъектов Российской Федерации. При этом в Республике Башкортостан мы увидели две важных для нас особенности. Первое – это плотное взаимодействие и сотрудничество региональных органов исполнительной власти, Института развития образования, Башкирского государственного педагогического университета и тех институций, тех структурных элементов системы, это отдельные образовательные организации, а также, что важно, общественных, в том числе родительских организаций, других некоммерческих организаций. Вот это первый момент, и он, на наш взгляд, является особенностью республики и может и должен быть стать опорным. Второе направление, особенность, которую мы увидели, связана с развитием модели непрерывного образования. Детский сад, начальная школа, среднее профессиональное образование и высшее образование. Вот выстраивание этих линеек, развитие таких центров непрерывных, которые основаны на сетевой реализации программ, это тоже интересный опыт. Мы не можем сказать, что в первом-втором случае он исключительно для Российской Федерации, но здесь он еще поддерживается региональным компонентом, вниманием к особой идентичности программ. Это важно. Мы ориентированы на сохранение и поддержку национальных культур и считаем это важнейшей составляющей деятельности института. Наши дети с ограниченными возможностями здоровья всегда входят в культуру, и погружение их в культуру – важнейшая часть, но я бы сказала, базовая задача. И при этом здесь много современных качественных технологий. Они появляются, вот сегодня мы сидим в технопарке, находимся и даем интервью отсюда, что свидетельствует о том, что республика сохраняет традиции и приумножает и внедряет новые технологии. Конечно, на этом обосновано. Но, подчеркиваю, нам интересно, и мы, конечно, с уважением и абсолютно ровным отношением говорим о развитии систем всех субъектов, и это, наверное, понятно. Спасибо. Спасибо, Татьяна Александровна. Альфия Закировна, вопрос от Айгуль Камаевой, корреспондента «Российской газеты». Если у родителей возникает вопрос сопровождения детей с ОВЗ, к кому они могут обратиться в республике, как построена эта работа и как на сегодняшний день идет взаимодействие именно с родителями, на каких уровнях? Да, мы понимаем, что дети, начиная с 1,5 лет, скажем, да, вовлекаются в систему образования. С 6 месяцев даже, у нас есть дошкольные группы, да, дети вовлекаются в дошкольное образование, присмотр и уход, и начинается уже обучение дальше в школе, соответственно, дальше профессионально-образовательные организации и вузы, при желании уже обучающихся, при желании родителей. Но при этом, конечно, мы говорим о раннем выявлении. Конечно, если у ребенка проявляются уже, допустим, в дошкольной группе, в дошкольном образовательном учреждении, у ребенка проявляются какие-то особенности, может быть, у родителей есть вопросы. У нас в системе именно образования есть сформирована сеть уже в рамках национального проекта «Демография», 69 консультационных пунктов при дошкольных образовательных организациях. И в любом случае, при возникновении вопросов родители могут задать вопросы воспитателю, могут задать вопросы заведующей детского сада. И далее уже родители при беседе, скажем, да, им подскажут в любом случае о том, что есть у нас вот такие консультационные пункты. Также в системе образования есть психолого-медико-педагогические комиссии.
сформирована сеть целая, и по республике наш республиканский центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи имеет 14 филиалов, 2 структурных подразделения на территории города Уфы, и центральная ПМПК находится на проспекте Октября, и 2 структурных подразделения, южная и северная ПМПК. Также вот она осуществляет как раз и психологическую, и педагогическую, и медицинскую, отчасти, скажем так, да, и социальную помощь таким родителям, если у них возникают вопросы. Но и здесь, конечно, я бы, конечно, не исключала и роли здравоохранения, системы здравоохранения. Если такие особенности проявляются, конечно, есть такое понятие межведомственное, она, конечно, это система ранней помощи. Альфия Закировна, раз мы заговорили немножко о системе здравоохранения, вот есть в республике сертификаты для реабилитации для детей с ОВЗ по линии здравоохранения. Есть ли такие сертификаты в рамках дополнительного образования в республике для детишек? Ну, мы знаем, что в республике, это по всей России, есть навигатор дополнительного образования. В этом навигаторе множество, скажем так, образовательных программ дополнительного образования, и из них 230 именно являются, именно дополнительное образование, охватывает дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. При работе с навигатором есть, скажем так, такая кнопочка, которая определяет особенности здоровья. Как раз родители нажимают, скажем так, на эту кнопку особенности здоровья, и там уже появляются вот различные нозологии, по которым можно определить программу для данного ребенка. Спасибо. Коллеги с Башинформа у меня спрашивают, это хорошо, вот то, что есть взаимодействие с родителями, да, и в школах, а как строится обучение педагогического состава? Какое ведется взаимодействие между университетом, вот, педагогическим, да, и образовательными организациями в плане поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья? Здесь, наверное, я, Зульхида Исмагиловна, вам адресую вопрос. Уважаемые коллеги, мы действительно с большой готовностью откликнулись на призыв провести эту неделю детства равных возможностей на базе нашего института и университета. Во-первых, потому что действительно именно наш педагогический вуз, Акмулинский университет, по природе своей, по своему мессианскому предназначению готовит учителей Республики Башкортостан, и в том числе специалистов инклюзивного образования и специально-дефектологического образования. Во-вторых, именно в нашем вузе выстроена вот такая система образующая, лестница непрерывного педагогического образования от среднего профессионального образования, то есть от педагогического колледжа, до бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, большого веера дополнительного образования. Ну и хотелось бы отметить, что наш Акмулинский вуз – это шикарная ресурсная база, ресурсный центр, в котором сконцентрированы лучшие научно-академические силы, образовательные силы. Вот сегодня мы с вами находимся как раз в технопарке, который будет центром, в котором будут объединяться студенческие силы, призываться наши студенты, и передовое учительство. Вот исходя из этого, действительно, вот, мы можем считаться той базой, тем ресурсным центром подготовки. Спасибо. Спасибо. Татьяна Александровна, вопрос, наверное, как-то ближе к личному, может быть, не знаю, почему такой возник вопрос, молодежная газета задает. Вот если
ребенком занимаются не только родители, но и профессионалы. Ну, может быть, из наболевшего, да? Как идет развитие у такого ребенка и насколько лучше идет развитие и вообще есть ли улучшение, если вот идет плотное взаимодействие? Да, спасибо. Хороший вопрос на самом деле, потому что нельзя недооценивать дефектологическую помощь. Она эффективна при определенных условиях. Первое – это когда помощь специалиста оказывается с момента выявления нарушений, проблем в развитии, или когда мы фиксируем риск вообще нарушенного развития. И в таком случае есть возможность использовать те инструменты, которые при определенных обстоятельствах на самом деле обеспечивают или хотя бы приближают стартовые возможности единой с нормой. Не для всех категорий детей, но для ряда категорий раннее выявление риска, темповых проблем, проблем в темпе развития, речевых проблем и других этому способствует. Второе. Дефектолог поможет изначально сформировать, мы их называем специальные компенсаторные умения и механизмы, которые как бы замещают нарушенные проблемы и позволяют такому ребенку играть, взаимодействовать с людьми, взаимодействовать с предметами, с природой и развиваться, да, в рамках особого своеобразия, особого пути развития. Но так называемые, называем это искомые результаты, то есть те результаты, которые могут быть получены у детей с нарушениями слуха, с нарушением зрения, если рядом будет специалист, и только в этом случае, в этом возрасте. Это значит, что по окончании школы такой ребенок вот тогда действительно имеет равные возможности. Он может выбирать профессий, он может выбирать, например, общество, я имею в виду людей с нарушением слуха, в котором комфортно жить ему, работать, развиваться. У него действительно есть выбор. Дефектолог – специалист, который дает возможности выбора. Об этом надо говорить. И никто его заместить не может. Слишком много надо знать и уметь. Это клиника, психолога, лингвистические, педагогические основания подготовки. Но вторая важная составляющая – дефектолог эффективно работает в команде. Рядом нужны врачи, рядом нужны качественные специалисты, такие как психологи. Конечно, в этом случае, когда мы вместе, в триединстве, врач, психолог, дефектолог, сопровождаем семью такого ребенка, когда мы непрерывно рядом с ним, это успех. И сегодня это не какие-то виртуальные феноменологические, не надо думать, что это невозможно. Это возможно. Мы видим людей с инвалидностью и в структурах законодательной власти, и мы видим победителей в спорте, мы видим лучших в искусстве и в науке. Поэтому, да, это возможное будущее для наших детей. Ну вот продолжая этот разговор, да, с детьми работают специалисты, квалифицированные специалисты, хватает их в России? На сегодняшний день официально Министерство просвещения, Министерство высшего образования и науки говорят о дефиците именно дефектологических кадров. Именно поэтому президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал прямое поручение о увеличении контрольных цифр приема по направлению подготовки специально-дефектологическое образование. А это отдельное направление подготовки внутри укрупненной группы специальностей и направлений образования и педагогические науки. Это задача, которая зафиксирована на самом высоком уровне, а значит дефицит высокий. Но при этом я хочу сказать, что делается на самом деле все возможное. Во-первых, разработанный по инициативе Института коррекционной педагогики при поддержке специалистов проект профессионального стандарта «Педагог-дефектолог», который уже проходит последние стадии обсуждений, который соответствует современным требованиям профессии и закрепляет разные профили. Во-вторых, на уровне Министерства просвещения организованы системные проекты поддержки педагогического образования. Мы видим сегодня, как меняется инфраструктура педагогических вузов и как меняются подходы к содержанию, разрабатывается ядро высшего педагогического образования и многие другие проекты. Во-вторых, это не менее важно, субъектами Российской Федерации, в частности Республикой Башкортостан, делается все возможное с привлечением институтов развития образования для того, чтобы педагогам, уже работающим, обеспечить развитие их профессиональное, чтобы они понимали, что должен и может
делать ребенок в данном возрасте, чему можно его научить в языке, в математике и как это сделать, какие технологии, как это фиксировать. Вот это делается уже как на уровне Российской Федерации, так и на уровне каждого субъекта в частности. Я верю, я понимаю дефицит. Мы как дефектологи очень обеспокоены этим. Но надежду вселяет заинтересованность, я подчеркиваю, поддержка на самом высоком уровне. Спасибо. Альфия Закировна, вот сразу здесь вопрос. Ведется ли учет детей с ограниченными возможностями здоровья и сколько детей сейчас и какое распределение по заболеваемости? Такой вот вопрос заинтересовал. Да, я бы так не формулировала, конечно, что учет детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть понятие такое, есть ребенок-инвалид, да, и там есть централизованный, скажем, федеральный реестр инвалидов, такая база, скажем, да, программа. Это вот детей-инвалидов, там учет ведется, и это на самом деле поставщики информации там являются и органы здравоохранения, и учреждения здравоохранения, и учреждения образования, и органы управления образования, и, конечно же, органы системы социальной защиты. Это вот Федеральный реестр инвалидов. Следующее понятие детей с ограниченными возможностями, оно, скажем так, более объемное и в некотором отношении, да, поскольку дети с ограниченными возможностями здоровья, они определяют их ограниченность возможностей здоровья, определяет это ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия, при обследовании выявляет особенности детей и при их выявлении, скажем так, да, в своем заключении определяет, является ли ребенок с ограниченными возможностями здоровья или нет. То есть органом, который определяет ограниченность возможностей здоровья, это ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия. Сейчас вот эти все обследования, да, они осуществляются и в таком, скажем так, цифровой форме. Есть заключение, и все это как бы осуществляется в цифровом порядке. Там ведется учет. Также органы управления образованием, вот мы как Министерство образования и науки, также мы мониторим ситуацию. И по сведениям, представляемым отделами образования, управлениями образования наших муниципалитетов, мы тоже свой мониторинг ведем. Но здесь вот, знаете, хотелось бы сказать, подчеркнуть, да, что ребенок, только родитель, мама, папа приведут в психолого-медико-педагогическую комиссию. Они, допустим, ребенка комиссия отнесет категории с ограниченными возможностями здоровья по каким-то нозологиям, да, при этом родитель, законный представитель может вот это заключение ПМПК об отнесении ребенка к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, он может никуда не представлять. То есть здесь мы видим, как бы это только по желанию, по заявлению родителя, законного представителя, при его предъявлении в образовательную организацию, тогда мы можем, как бы вот здесь уже система образования может вести учет детей с ограниченными возможностями здоровья. А если родитель увидел, скажем так, да, изучил заключение ПМПК, но он не хочет, чтобы его ребенок обучался по адаптированным образовательным программам, а хочет, чтобы ребенок обучался по обычному федеральному государственному образовательному стандарту общего, там, начального общего, среднего общего, основного общего образования. И он может, ну, скажем так, заключение повесить на стенку там, или, я не знаю, может быть, спрятать. Ну, как бы вот так. Поэтому здесь я бы не сказала, что есть такой вот учет детей с ограниченными возможностями здоровья. Да, ПМПК
выдает, но при этом… Но вы о них да, знаете, и вы их да, ведете. да. Мгм. Александра Закировна, вот смотрите, вот вопрос такой. Сейчас на рынке много, очень много платных услуг, и порой родители не знают, куда обратиться. Да? Вот занятия, всевозможные занятия предоставляются, но они платные, к сожалению. А если бесплатные, доступные в республике такие занятия, что может республика предложить родителям нашим? Ну, здесь я, как и говорила уже, мы говорили с вами про навигатор, да, дополнительного образования. Возможности у родителей есть. Мы же знаем, да, что сертификат на дополнительное образование, он имеет ограниченную сумму. В рамках вот этой установленной суммы родители могут выбирать различные дополнительные образовательные программы. И они есть. И как бы мониторинг у нас именно по охвату дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья также Министерство образования и науки ведет. А на сегодняшний день, конечно, здесь я бы хотела сказать, что это вопрос сложный, можно сказать, проблемный даже. Да? Мы для себя где-то 3-4 года назад выявили, что все-таки, к сожалению, дети с ограниченными возможностями здоровья не всегда имеют доступ к дополнительному образованию, поскольку оно не является обязательным и финансово, скажем так, не гарантируется на уровне субъекта и на уровне Российской Федерации. Это полномочия органов местного самоуправления. И, конечно, органы местного самоуправления, исходя из своих финансовых возможностей, могут предоставлять, ну, скажем так, дополнительные образовательные программы, дополнительные кружки разные. У нас есть сложившаяся система центров, там, эколого-биологических, допустим, да, там, центров, дома детского творчества и другие. Да, вот в рамках вот этой суммы, которая сертификата, ребенок может выбрать в навигаторе дополнительную образовательную программу, какой-то кружок, какую-то группу он может заниматься. Но при этом мы обнаружили, что только в 63 муниципалитетах республики, но в 63 муниципалитетах республики, к сожалению, только порядка 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья охвачены дополнительным образованием. Их у нас почти 30 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья в республике. Есть куда двигаться, Александра Да, Закировна? да. Конечно, мы это воспринимаем как задачу, как цель, охватить детей с ограниченными возможностями здоровья, как можно больше детей охватить дополнительным образованием. Спасибо. Татьяна Александровна, ну, к вам вопросы поступают. Вот вы представляете такой большой научный, серьезный институт. Какими исследованиями занимается институт и чем институт может помочь именно на практике? Да, я представляю институт, которому чуть менее 100 лет. Он единственный научный, именно в нем были созданы все подходы, которые сегодня реализованы на всей территории Российской Федерации. Сегодня институт реализует несколько научных тем, в том числе фундаментальных научных тем, среди которых значимое место занимает такая тема, как клиника, психолога, педагогическое изучение современного ребенка с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Мы все понимаем, что наши дети меняются, что они живут в другом информационном обществе, при других обстоятельствах. И для того, чтобы инструменты их сопровождения были эффективными, мы должны четко понимать, как меняются их особые образовательные потребности. Поэтому в рамках данного исследования, и в частности, я хочу сказать, что в Республике Башкортостан тоже есть школы, которые участвуют в этом большом эксперименте, и я думаю, что, может быть, их будет больше. Институт наблюдает, сопровождает судьбу детей, он набирает группу дошкольников, первый класс, и ведет их до 30 года. Мы собираем все время данные, не просто наблюдаем, а методически поддерживаем, предлагая инструменты и смотрим, как это сопровождает развитие. Для чего нам нужны эти данные? Мы их не ждем к 30 году, мы ежегодно их собираем для того, чтобы они становились основанием для обновления примерных программ.
разработки примерных рабочих программ по каким-то конкретным предметам, для разработки методического обеспечения для дошкольного образования. Именно благодаря вниманию этому проекту, например, институтом разработан интерактивный конструктор. Интересный такой инструмент, он цифровой, когда вы можете создавать программу для самых тяжелых и самых маленьких детей, например, у которых комплексные проблемы в развитии. Эти инструменты, как все, что делает институт, конечно, выполнены по заказу Министерства просвещения Российской Федерации. Я надеюсь, что Республика Башкортостан будет вовлечена. Все лучше мы сюда будем предоставлять, несомненно, в апробацию этих инструментов. Кроме этого, есть тема исследования влияния на здоровье компьютерных технологий, учебных нагрузок. Мы в прошлом году работали над изучением VR-инструментов. Получили очень интересные данные, ряд из которых свидетельствует о том, что по отношению к норме у детей с ОВЗ нагрузка на здоровье при использовании VR ниже. Норма выше. Почему? Это связано с тем, что, например, дети с нарушением слуха, это была основная популяция детей, по-другому воспринимают информацию, в том числе объемную, у них меньше интерес к использованию этих технологий, и они меньше вовлекаются, у них меньше возникает таких ощущений дополнительных, которые приводят к увеличению нагрузки и высокой психической активности. Эти данные пока первичные, но они говорят о том, что излишняя беспокойность, что компьютерные инструменты влияют особенно на здоровье детей с ОВЗ в большей степени, чем на здоровье обычных детей, нет. При соблюдении санитарных требований, при внимании вообще внимании к здоровью, это важно. Поэтому в этом году мы разрабатываем новые инструменты, предлагаем, мы очень рассчитываем сделать, надеемся, мобильное приложение, которое мы апробируем, которое ориентировано прежде всего на встраивание элементов здоровья и сбережения в повседневную жизнь ребенка, особого, отобранные для него. И много других тем, одни из которых развитие дополнительного образования специалистов. В этом году мы делаем готовые инструменты для переподготовки по всем существующим профилям под профессиональный стандарт. Это значит, что во всей стране мы стремимся к единообразию качества профессиональной переподготовки и уходим от использования на рынке инструментов. Они сегодня предлагаются коммерческими организациями. На государственном уровне этот процесс контролируется, и мы можем уверенно учиться. А вот на коммерческие структуры частные, к сожалению, предлагают не всегда продукты, которые бы нам подходили. Вот эти новые программы позволят специалистам делать правильный выбор. Спасибо. Ну, раз мы уже заговорили про цифровые технологии, и у нас сегодня сфера образования полностью как бы входит в этот век цифровых технологий и неотъемлемой частью становится этого всего, как они могут помочь в исполнении нашей цели детства равных возможностей? Вопрос для всех спикеров. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте. Да, хорошо, как скажете, коллеги. Да, мы сегодня считаем, что данные инструменты, они оптимизируют время, которое связано с разработкой и подбором программно-методического обеспечения. Это можно сделать быстрее и качественнее. Они позволяют как бы свернуть и заложить в программу огромный массив литературных данных, которые возникают в поле зрения специалиста по его требованию. Это, я просто объясню пласт. Понятно, что мы можем говорить о педагогике и перечислять такие же цифры, но скажу немного про дефектологию, потому что иногда она кажется некой маленькой наукой. Вот, например, только обучение языку и устная речь детей с нарушением слуха 12 тысяч, больше 12 тысяч статей. То есть на самом деле есть монографии. Это одна из проблем обучения одной группы детей. То есть это сотни тысяч работ. И как это все прочитать? Цифровые технологии позволяют обеспечить доступ к лучшему быстро и эффективно. А для детей это инструменты, которые, с одной стороны, сегодня уже не обладают обязательной мотивацией, а с другой стороны, позволяют усиливать качество традиционного обучения. Это раз. И, конечно, обеспечивать дистанционное образование тогда, когда без него не обойтись. Такие дети есть. Не надо говорить о том, что им это не полезно. Для них это мир в окно образования. Поэтому поддерживать, развивать это направление мы должны. В частности, институт является федеральным оператором проекта «Дистанционное обучение детей с ОВЗ», который мы запустили 2 года назад в период, можно я скажу, удаленного, вынужденного формата обучения. Это
точное такое, наверное, название, потому что и министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, и коллеги, мы говорим о том, что традиционное образование в России есть и будет приоритетом только для тех, для которых необходимо, для дети, которые получают образование в больницах, дети, которые вынуждены, и для них это окно в мир, дистанционное образование становится основным. И вот на сайте института вы можете познакомиться с проектом, там размещены методические рекомендации, видеосценарии, уроков готовых. Пожалуйста, пользуйтесь, обращайтесь. Есть много материалов для родителей, которые включены в дистанционное образование. И мы, я надеюсь, Ильфия Закировна, совместно с Центром дистанционного образования Республики Башкортостан усилим это направление методически и содержательно. Я передаю слово. Ну, цифровая реальность, цифровая педагогика – это уже неотъемлемая реальность, она приближается. И между тем цифровые дети куда охотнее и легче входят в это цифровое пространство. А между тем вот проблемой-то как раз является разрыв между цифровыми детишками и цифровыми учителями, в том числе и специалистами дефектологического образования. И вот чтобы уменьшить этот разрыв и понимая значимость цифрового обучения, особенно сейчас в дистантной нашей реальности, у нас организован ряд мастерских, не одна, не две, а именно ряд мастерских и в дошкольном образовании, и на кафедрах начального образования, и на кафедре специального дефектологического образования, мастерские, которые обладают очень богатым оборудованием, техническим, электронным, цифровым оборудованием, предназначение которого подготовить наших студентов к реальности цифрового обучения. И мы можем даже похвалиться. Вот мы вчера как раз приглашали вас, и нам было приятно слышать, когда отмечали, что вот такого оборудования, пожалуй, редко в каком вузе найдешь. Наши студенты, наши будущие специалисты должны быть готовы работать с высокотехнологическим оборудованием, чтобы войти и развивать цифровую реальность. Поэтому, начиная вот буквально с электронного песка, так ведь, с кубов, с которыми реально не только студенты, но и мы, преподаватели, очень любим не просто играть, а это развитие интеллектуальных возможностей. Словом, у нас мастерские этим насыщены, чтобы мы были готовы к тому, что цифровую реальность надо продвигать, развивать. Пожалуй, я все сказала, да? Спасибо. Альфия Закировна, Можно, да. Татьяна Александровна уже сказала, да, на самом деле, Татьяна Александровна, мы будем взаимодействовать именно в части дистанционного образования детей, наших вот особенных детей, конечно же, через наш Республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов, который на сегодняшний день является также в плане дистанционного обучения именно этой категории детей, так тоже своего рода методическим центром. Когда вот мы были на удаленном обучении весной 2020 года, когда вся страна была, вынуждены были перейти на дистанционное обучение, именно этот центр дистанционного образования взял вот в свои руки образование детей, проводил и семинары, и совещания, как это все методически обеспечивал наши специальные коррекционные школы, школы-интернаты, наши муниципалитеты даже в части дистанционного обучения, применения дистанционных технологий в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. И я хотелось бы тоже еще раз подчеркнуть, как и Татьяна Александровна сказала, о том, что дистанционное обучение ни в коем случае не должно заменять традиционную форму обучения. Да, это мы знаем и сами понимаем, когда сами тоже были вынуждены обучаться, какие-то курсы, может быть, дистанционно, все-таки дистанционно, это есть дистанционно, и как сказать, эффект все-таки понимаем, что лучше и больше при традиционной форме обучения. И, конечно же, дистанционные формы мы сейчас применяем вот в Республиканском центре дистанционного образования детей-инвалидов в части вот медицинской, получается, дети не вынуждены обучаться из дома, поскольку у них здоровье не позволяет идти в школу, физически идти в школу.
в образовательную организацию. И также, когда при нахождении детей в больницах, в лечебных учреждениях у нас существует и в Республике Башкортостан вот система госпитальных школ как раз, да, программа «Учим, знаем», проект «Учим, знаем». Наш центр, Республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов обучает именно детей, которые длительное время находятся в нашей Республиканской детской клинической больнице. Да, и как раз недавно министр образования Айбулат Вакилович Хажин сыграл с детьми в шахматы как раз в онлайн-формате. Вот такая акция у нас проходила в республике, я помню. Да. Альфия Закировна, раз мы как бы на вас остановились, я знаю, что по программе 3 марта сотрудники Института коррекционной педагогики вместе с вами едут ознакомиться с региональным опытом, в том числе и Янаульскую коррекционную школу. Она относительно новая. Скажите, пожалуйста, в чем особенность? Вот мы так много о ней говорим. Да, завтра все наши гости, все руководители наших специальных коррекционных школ, школ-интернатов выезжают в город Янаул. Там мы ознакомим наших гостей и реализации федерального проекта «Современная школа», его направление «Доброшкола». Это поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы. И все наши школы покажут нашим гостям, как у нас в Республике Башкортостан реализован национальный проект образования. Мы знаем, что федеральный проект «Современная школа» в отношении детей с ОВЗ имеет 3 направления. Это первое – дополнительное образование детей, второе – это кабинеты технологии, и третье направление – как раз вот кабинеты для наших специальных педагогов, скажем так, да, это дефектологи, психологи, логопеды. И вот наши учреждения укрепили из 36 коррекционных школ, на сегодняшний день 16 укрепили свою материально-техническую базу в рамках национального проекта образования. И до 2024 года 22 школы республики из 36 обновят свою материально-техническую базу. Мы вот целый день наш посвящен современной школе. Спасибо, спасибо. К сожалению, время наше заканчивается, подходит к концу. Я хотела бы сказать всем огромное спасибо. Вы делаете большое очень дело, благородное. К сожалению, у нас детишек таких становится, они есть, и их становится чуть-чуть больше, чем мы, возможно, бы хотели бы, да? Но для нас они все равно остаются детьми. Мы их никак ни в коем случае не разделяем. Спасибо вам большое, Татьяна Александровна, Альфия Закировна, Зульхиза Исмагиловна, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо коллегам, которые у нас смотрели нашу трансляцию. Хорошей вам дальнейшей работы. Мы завершаем. Спасибо.